Стройным шагом будущие первоклашки проходят по двору школы. Как нам объяснили, для них проводится экскурсия. А показать Первой Икажевской школе и вправду есть что. Один из корпусов построен в 1936 году во время Великой Отечественной войны. Здесь располагался госпиталь для солдат. А у самого входа мы видим отгороженные памятники участникам гражданской обороны и солдатам Великой Отечественной. Они внесены в реестр культурного наследия России и, говорят, здесь располагается братская могила. Но вместе с сохранением наследия прошлого руководство идет ногу со временем и создает комфорт для учащихся. Во дворе школы разбиты небольшие участки, где посажены деревья, цветы и много зелени. А в последние месяцы лета весь педагогический состав и родители приводили в порядок саму школу, красили, белили, приводили в порядок систему безопасности. Перед началом учебного года мы в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности по рекомендациям Министерства образования Республики Ингушетия о подготовке к новому учебному году провели ряд мероприятий. Во всех служебных учебных кабинетах проведен ремонт. Также проведен ремонт в пищеблоке, в спортивном зале, в музее. Все мероприятия, непосредственно связанные с подготовкой к началу нового учебного года, учитывая исполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, соблюдение санитарных норм и правил с учетом эпидемиологической ситуации. И особое внимание уделяется профилактическим мерам против коронавирусной инфекции. Здесь мы придерживаемся рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации, также Роспотребнадзора. При входе в школу мы видим бесконтактный термометр, который показывает температуру входящего. Имеются дозаторы для обработки рук, медицинские маски. В учебном заведении созданы все условия для полноценного, безопасного учебно-воспитательного процесса. Вся нормативно-правовая база приведена в порядок. Приведены в порядок все вопросы касательно антитеррористической безопасности, пожарной безопасности, гражданской обороны. Очень много учителей, а также работников технического персонала прошли курсовую переподготовку. Несмотря на то, что год был очень сложный, но у нас есть ряд положительных моментов именно в обучении наших сотрудников. Всего в Икажевской первой школе обучается более 900 детей, которые еще до начала учебного года получили всю необходимую школьную литературу. Магомед Башир Цычоев учится в 6 классе. Кроме школьной литературы, он много времени уделяет чтению художки. И сейчас, благодаря тому, что школьные пособия им выдали, родители могут приобрести ему произведения любимых писателей. Нам уже выдали книги, их около 15 штук в 6 классе. И я уже уверена, что на них мама с папой тратиться уже не надо. А к школе я уже думаю, что буду учиться. Мой любимый предмет – это биология, а также физра и история. Самир Цычоев переходит в 5 класс. И, конечно, для мальчика это очень волнительный момент. Он понимает, что на учебу будет уходить больше времени, да и количество предметов увеличилось. 3 месяца уже, лето уже прошло. Я скучал по учителям, по школе и по книгам. Книги нам покупать не пришлось, потому что их выдала библиотека. Ясмина Альдиева относится к учебе очень ответственно. В будущем девочка видит себя медиком и поэтому понимает, что учиться надо лучше, чем в прошлые годы, и прикладывать максимум старания. Я уже перехожу в 8 класс и к школе уже отношусь намного серьезней, потому что уже идут новые предметы и намного сложнее. И надо уже стараться учиться намного лучше, потому что у нас должны в 9 классе прийти серьезные экзамены. А в этом году нам выдали все учебники. У нас учебников должно было быть 19, и у нас их теперь все есть. Для многодетных семей учебные пособия, которые выдает школа, это большая помощь, поскольку сумма на книги неподъемная, рассказывает Пятимат Килоева. У нас 3 ученика, которые ходят в школу. Нам выдали книги. Это очень большая поддержка для нас, потому что книги дорогие и расходы большие бывают. Мы купили канцелярию. И большая поддержка, что не надо покупать книги.
Учебные пособия Министерством образования в соответствии с договоренностью между правительством республики и издательством «Просвещение» начали приобретать, начиная с 2016 года. Но в связи с демографической ситуацией количество школьников увеличилось и литературы стало не хватать. И вот появилась необходимость закупить дополнительное количество учебных пособий, рассказывает нам главный специалист отдела общего среднего образования Фатима Картоева. В этом году была в самом деле проведена большая работа руководством Республики Ингушетия, Министерством образования Республики Ингушетия. Был заключен госконтракт с издательством «Просвещение» и была приобретена учебная литература для учащихся, дополнительная учебная литература для учащихся 1-9 классов, а также учебники для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в количестве 303 200 экземпляров. Учебная литература распределяется по всем школам региона. Их на сегодняшний день 133. И нехватки не будет, обещают специалисты Минобра. Но при этом они призывают бережно относиться к книгам, поскольку они перейдут следующему поколению школьников. Многие вот такие вопросы у нас возникают, и родители говорят о том, что учебники не новые, старые. Вот хочу сказать, что я еще раз скажу, что мы в 2016 году закупали, а к ним дополнительно в этом году мы взяли учебники, поэтому как с новыми учебниками, так и будут выдаваться и отреставрированные, и старые учебники. Просто у меня, знаете, в целях профилактики сохранности учащихся бережного отношения к учебникам, проводятся семейные беседы и на классных часах, и рейды проводятся «Живи книга». Но у меня еще такая просьба к родителям. Очень прошу обратить внимание на сохранность учебников ваших детей. Потому что этими учебниками уже на следующий год будут пользоваться и другие учащиеся. Ведь мы выдаем книги на возвратной основе, то есть мы в конце года возвращаем. И если вы видите, что книга нуждается в ремонте, отремонтируйте, пожалуйста, в надлежащем виде, передайте ее в библиотеку. Подготовка к учебному году завершена во всех школах региона. Везде, где необходимо, проведены капитальные и косметические ремонты. Проверить, на каком уровне, выезжали специалисты Министерства образования. Начальник отдела целевых программ и государственного заказа Лахан Мальсагов поделился результатами. Мы совместно с надзорными органами, такими как МЧС, Роспотребнадзор, Росгвардия, провели приемку. На сегодняшний день все школы у нас уже признаны готовыми к новому учебному году. В принципе, никаких проблем не было. Приемка проходила в текущем штатном режиме. Приемка была завершена 18 августа. Во всех школах проведен текущий ремонт. Также в 2 школах, это ГБУ СОЖ-2 Плиева и ГБУ СОЖ-3 города Карбулак. В этих учреждениях у нас проведен именно капитальный ремонт в рамках федеральной субсидии. Каждое заинтересованное министерство, которое я уже назвал, ведомство, надзорные, они по своей части, получается, Росгвардия проверяет школы на предмет именно соблюдения законодательства, антитеррористического законодательства. МЧС именно проверяет школы на предмет соблюдения пожарного законодательства. И Роспотребнадзор на соблюдение санитарных норм. До школьных линеек осталось всего ничего. Учителя дорабатывают планы и графики, дети предвкушают День знаний и поход в школу. В этом году в республике откроют свои двери 4 новых общеобразовательных учреждения, а значит, кто-то порадуется вдвойне.